полгода главная артерия города парализована, что не могло не сказаться на качестве жизни горожан. Тем не менее, проспект Ленина уже давно требовал реконструкции по всем канонам современной урбанистики. К счастью, ждать открытия улицы осталось недолго, а ожидания обещают более чем оправдаться. Видно, что работы идут в целом по графику, хотя, конечно, уже в ходе непосредственно самой реконструкции была куча разных вопросов, начиная от нахождения древних могил 17 века, заканчивая уже обводненностью грунтов из-за растепления вокруг ряда жилых домов. Это, кстати, серьезная проблема, которую в будущем по городу надо будет решать. Между тем, еще весной СН Николаев делал замечания подрядной организации. Работа на объекте как будто совсем не велась. Спецтехника простаивала, а терпение горожан испытывали пробки. Выговор приняли во внимание. С учетом всех работ порядка 75-80 человек работает на объекте. Это с учетом механизаторов, это автомобильный транспорт, это погрузчики. То есть после замечания главы республики у нас были усилены работы, и поэтому на сегодняшний день у нас тут 80-85 человек работает. Вторым, но не по значимости объектом стал двор по улице Крупская, который в этом году также проходит реконструкцию в рамках реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». В этом году таким образом будет реконструировано 75 дворов на территории Якутска. Что примечательно, работы ведутся не по типовому проекту, а с учетом пожеланий местных жителей. Основными критериями сегодня является обеспечение функционального разнообразия, то есть дополнить еще там, кроме детской и спортивной площадки, территориями, возможными для отдыха горожан. В городе Якутске несколько таких территорий, где есть такие комплексные дворы. Вот даже здесь можно посмотреть, что здесь будет, видите, спортивная площадка, есть воркаут-площадка, есть площадка для детей. Следующий объект имеет уже республиканское значение – Арктический центр эпоса и искусств и Государственная филармония Якутии. Его строительство стало важным шагом на пути к развитию и продвижению местной культуры и искусства. Работы, по словам подрядчика, на объекте ведутся согласно графику. Однако здесь глава республики остался несколько недоволен скоростью строительства и дал поручение. Дал поручение службе государственного заказчика совместно с подрядчиками, чтобы работы были усилены. Все-таки я считаю, что работы в этот летний сезон надо проводить гораздо более быстрее, чтобы успеть уже к зиме зайти с временным тепловым контуром, что позволит работать уже зимой. Завершился плановый объезд осмотром строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком по улице Можайского. Сегодня это единственный подобного рода спорткомплекс на целых 2 района – Гагаринский округ и поселок Марха. Объект строится за счет средств «Газпрома», а соответствующее распоряжение было подписано главой республики еще в 2018 году. И вот уже в октябре этого года ожидается сдача объекта. Саргалана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.